Осмотр СИЗО Асланджане начал с посещения режимного корпуса. Главу государства интересовали условия содержания заключенных, а также материально-техническое состояние здания. А что здесь делаешь? Осуждение тут. За что? Для разгона. А это что здесь? Что сейчас происходит тут? Вот играем. Как? Во что играете? Просто играем, когда время. А это что, музыкальные инструменты, да? В данное время здесь содержатся 315 заключенных. Из них осужденных 269. 46 находятся под следствием. Всего в изоляторе 60 тюремных камер, из них 2 не функционируют по техническим причинам. Затем в административном корпусе состоялось рабочее совещание с руководством режимного объекта. Начальник следственного изолятора МВД Датужиба доложил главе государства о работе СИЗО. Аслану Бжанет была представлена аналитическая информация о положении дел в исправительном учреждении. Камеры, они все одинаковые. Там сидят, я понимаю, в том корпусе, в котором мы были, одинаковые камеры, да. И там сидят и люди, которые имеют строгий режим, общий, колонии поселения, там все вместе. Другие камеры какие-то есть? Нет у нас других камер. Других камер здесь нет вообще, Нет. да? А где-нибудь есть они на территории Абхазии? В ВВС и МВД у нас есть 2 карцера. Они отличаются тем, что условия там хуже, чем даже из тех плохих, которые есть в обычных камерах. То есть Ну, что там, например? там деревянная шконка, то есть там нету матраса. Там у нас всего содержится на сегодняшний день 37 человек и около 30 камер у нас. На питание заключенных из государственного бюджета выделяется порядка 1 400 000 рублей в год, что составляет 90 рублей в сутки на одного человека согласно утвержденному меню. Установлены кабинетом министров, там есть рацион, который все вплоть до мяса, рыбы, все, что установлено, плюс туберкулезный больным, отдельным видом больным, молочные продукты. Хорошо, 90 рублей. Эта норма когда была установлена? Это старая норма. Ее достаточно, да? Да. Хорошо. Проблем с питанием нет. Проблем с питанием нет за счет того, что родственники привозят, да? Ограничения есть по количеству пищи, которую можно передать? Ну, ручная кладь. Ручная кладь. Какая ручная кладь? Это сколько человек, заключенный, какое количество еды может получить от родственников? Это как-то регламентируется, ограничивается или нет? 3 килограмма по имеющимся 3 килограмма за какое время? за месяц. 3 килограмма. Чего там должно быть в месяц? 3 килограмма. Ну там указаны ограничения, это молочные продукты в основном. И колбасные изделия ограничения. Да. Эту норму кто-то соблюдает? Нет. Почему? Давайте отменим. Чего врать? Давайте сделаем 30 килограммов. Принесли пакет, там может разом быть 5 килограмм. И эти 5 килограмм, если нет запрещенки, то ее передают. Ну, а зачем тогда вы имеете норматив в 3 килограмма? Для чего? Старые это действуют. Кого мы обманываем? Мы никого не обманываем, просто с учетом, если говорить честно, и 90 рублей на сутки на питание это тоже мало. Нет, это мало не мало, это факт. Отдельно обсуждался вопрос водоснабжения объекта. Как оказалось, здесь эта проблема существует давно. Как обстоят дела с водоснабжением, как обстоят дела с энергоснабжением и в каком состоянии коммунальное хозяйство? Коммунального хозяйства практически нет. Питьевая вода, которая поступает в СИЗО, она идет с реки. То есть все трубы, которые подавали воду сюда, то есть получается первый резервуар стоит на территории церкви, с церкви сюда вода подается насосами. Значит, вся техника старая, а все, что выходило с территории СИЗО, попадали на очистные сооружения. Эти очистные сооружения не работают уже большое количество лет. Своими силами стараемся, как-то трубы кусками меняем, но иногда у нас бывает такое, что мы вынуждены вызывать транспорт, технику и занимаемся хотя бы временным продолжением того, что есть.
ходе совещания был поднят вопрос о комплектованности СИЗО кадрами. Было отмечено, что полноценная работа режимного объекта зависит от этого фактора. Аслан Бжаня дал соответствующие указания по решению ряда злободневных проблем и улучшению сложившейся годами ситуации. Мы приехали и попали в то время, когда разрешена прогулка, да? Так я правильно понимаю? Так точно. А камеры вообще закрываются? Если закрываются, то когда? Какое время? Когда здесь не будет прогулок? В ночное время. Со скольки до скольки? В основном это после 22 часов. Что значит в основном? То есть это после судов, после того, как сюда доставят всех, кого вывезли либо на следственные мероприятия, либо на судебные Ну, это заседания, заканчивается в везут 20:00, правильно? Так точно. Ну, максимально, да, 10. После 10 и до скольки люди сидят в камерах? Товарищ главнокомандующий, здесь очень большое количество больных, туберкулезно больных. У нас бывает такое, когда до утра та смена, которая должна заступить завтра, находимся здесь, вызываем скорую, занимаемся в основном, большая проблема это медицина. На 315 заключенных, которые содержались по состоянию на утро, у нас всего 2 контролера, которые проводят, обслуживают прогулки во всем. Это понятно. Это ты садись, упал. Мы же договорились, что прогулки есть. Я спрашиваю, камеры закрываются? Так точно. У нас Когда они закрываются? после прогулки. В 10, 22:00. До какого времени они закрыты? До утра. В завершении инспекции глава государства зашел в специализированный продуктовый магазин, который расположен на территории СИЗО. Какой объем продаж у вас? Детей Да. до 7 до 8 тысяч. Через это окошко заключенные совершают покупки. Аслан Бжаня также осмотрел пищевой блок изолятора. Следует отметить, что здесь для сотрудников и заключенных готовят отдельно. Аслан Бжаня ознакомился с меню и попробовал блюда. Подводя итоги, Аслан Бжаня отметил, что в СИЗО отбывают сроки наказания граждане страны, и их права должны быть защищены в соответствии с Конституцией. Президент подчеркнул, что должны быть достигнуты цели правосудия. Из мест лишения свободы люди должны выходить не озлобленные, а осознавшими, что путь совершения преступления – это плохо. И именно такие задачи ставит государство, сказал Бжаня. Дениза Герге, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.